Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Уже завтра. Что начнет меняться в вашей жизни? Если вы увидели это видео, оно попалось вам в ленте рекомендаций, значит, это видео пророчество именно адресовано вам. Случайности не случайны, всему свое время. Загадайте на себя, и пусть вся правда вам откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Вот это поворот! Буквально с завтрашнего дня. Какая-то очень тяжелая ситуация, какая-то очень сложная проблема начнет просто вот разрушаться на ваших глазах. Вы ничего не делаете, вы просто наблюдаете. Наблюдаете, как все рушится, проблема уходит, как будто бы ее и не было, никогда не было. Тут такое удивительное зрелище, удивительное наблюдение, но вы прям веселеете на глазах. У вас улыбочка идет во все лицо, у вас глазки начинают сиять, и настроение такое хорошее, знаете, прям душа петь хочет и плясать. Уж не знаю, то ли может быть какие-то нововведения, новые правила, законы, что-то произойдет, что-то случится, но от вашей проблемы за несколько дней, за несколько недель, и как места не останется, да, никакого места не останется. Чего-чего, а этого вы точно не ждали. Но это прям вам судьба подмигивает, высшие силы помогают, да, проблему с пути вашего убирают. Вы все разные, и проблемы у вас тоже разные. Ребят, если вам попалось это видео, вот поверьте, какой бы проблема ваша ни была, сама собой решится, разрушится. Я вижу, от нее куски прям отпадают, идет полное разрушение. Что там, закон, правила, либо кто-то вмешался, не могу сказать. Но то, что вы ничего не сделаете, просто с радостью принимаете, наблюдаете, это 100%. Разрушится ваша проблема, как будто бы и не было. Дальше, мои хорошие, с завтрашнего дня. А вам какая-то правда откроется, а вам как секретная информация станет доступна. Либо у кого-то совесть проснется, человек придет и скажет так и так, обман, мошенничество, ложь, какие-то эти скрытые моменты, подковерные моменты. Вот у кого-то появление человека, у которого совесть, да, говорит, даже не сам человек говорит, это его совесть говорит, а у кого-то случайно увидите, услышите, попадется на глаза, подслушаете, тоже может быть подслушаете. Вот правда откроется. Правда очень горькая и очень отрезвляющая. Но с другой стороны, это лучше знать правду, чем потом обмануться, понести потери и еще потом все это исправлять. Кто бы вас не обманывал, что бы не предлагали, во что бы вы не лезли, кто бы вас не подставлял, все откроется. У кого-то даже откроется, что враги плохое задумали, да, хотят вас в ловушку заманить, либо хотят вас чего-то лишить, обидеть вас хотят. Но кто-то проболтается, либо вы сами услышите, увидите, поймете. Но правда вам откроется. А зная правду, вы можете всех этих проблем избежать. И как раз таки избежите. Так что, мои хорошие, все узнаете, все поймете. И обмана не будет. Капкана не будет, ловушки не будет. Самообман тоже не пройдет. И у всех ваших врагов тоже планы разрушатся. Правда, мне идет, что вам правда откроется. Правда, как оно есть. И, мои хорошие, если вам какой-то информации не хватало для полного счастья, для понимания ситуации, нет информации, есть какой-то кусочек, который вы понимаете, потом пробел, и еще один кусочек, да. Если были пробелы в информации, вы тоже все узнаете. Информация найдет сама. Тут даже ничего делать не надо, информация придет к вам сама. Вы всю правду узнаете. Так, еще с завтрашнего дня. Тут прощение у вас кто-то будет вымаливать, выпрашивать, ходить, оббивать ваш порог.
Здесь человек, который действительно перед вами виноват, человек, который очень сильно боится, что вас навсегда потеряет, да, что вы навсегда отвернетесь, никогда больше не будете ни видеться, ни общаться. И для человека это прям очень страшно, это фатально. Человек будет просто атаковать вас, измором брать, лишь бы выпросить ваше прощение. Не могу сказать, помиритесь ли вы до конца или нет, но, скорее всего, вы скажете: окей, да, лишь бы этот человек оставил вас в покое, потому что, действительно, прям дверь его носит, да, просит, чтобы вы простили. Либо там отчаянно пытается вам что-то объяснить, вас преследует. Да, вот так вот человек будет с вами мириться. Дальше, с завтрашнего дня. Кого-то изменения ждут на работе, либо в бизнесе. Изменения у вас не по собственному желанию идут, а потому что так складывается обстановка. Допустим, если вы работаете в коллективе, а коллективы у вас еще те крысы, мыши, крысы, да, грызуны, возможно, они там прям начнут ругаться между собой, либо какая-то склока пойдет, вы скажете: да, ребята, и видала я вас всех, да, идите лесом, уйду, да, хватит с меня вот это нервотрепки, постоянно приходишь как в зону боевых действий, я ухожу. То же самое, например, бизнес, да, бизнес вы вели, и вы понимаете, что, не очень там, да, не очень дела идут и прочее, прочее. Вы думаете: скорее всего, буду закрываться. Тут на тебе спрос, да, прям спрос такой, что прям требуют ваших услуг, ваших товаров, либо, может быть, даже как бы вы хотели лишь завести свой бизнес, да, чем-то заняться, а еще бизнес не открыли, а уже есть те, которые готовы вот прям в очереди стоять, лишь бы ваш получить. Также могут быть всякие проблемы, не проблемы, а ситуации, связанные, опять же, с законами, с правительством, да, может быть, какую-то льготу дадут, льготу для предпринимателей, да, и вы скажете: ой, хватит мне на кого-то, на дядю работать, пойду-ка я своим делом займусь, раз льготный период, да, если там налоговые льготы, почему бы и нет, да, почему бы не попробовать. Интересно так показали, интересно. У кого-то, кстати, может отыграться, что вы и бизнес свой вели, и дела не очень, и вам тут как хорошие вакансии попадаются. Вы думаете: ответственность, это ж такая ответственность, свое дело вести, сам себе принадлежишь, никаких не гарантий, никаких тебе поблажек, да. Вот, пойду-ка я на хорошую вакансию, и денег хорошо платят, и соцпакет дадут, и какие-то бенефиты еще там дадут, и опять же там страховки и все прочее, не надо думать про налоги, да, кто-то еще и бизнес свой закроет и перейдет на работу по найму, и не пожалеет, ни разу не пожалеет. У вас эти перемены, они с правой стороны, то есть вы их не ждете, вы о них не думаете, но вот так судьба даст. Да, судьба даст. И если вы воспользуетесь, конечно, не прогадаете. Все, что будет меняться к лучшему. В вашем случае 100% к лучшему. Так, еще с завтрашнего дня вам придется с кем-то бороться. Хоть вы человек и мирный, не конфликтный, но тут по-другому никак. Может быть, это не конкретный человек, может быть, это сама схема, система, да, там госаппарат, бюрократия, еще что-то. Вот с кем-то придется бороться, с чем-то придется бороться. И вы знаете, несмотря на вашу мирность, пацифизм, вы еще тот борец, вы рождены борцом. У вас, как сказать, у вас есть такое выражение лица, вот в запасе, да, когда вы таким выражением смотрите, перед вами никто устоять не может, да, люди интуитивно начинают вас побаиваться. То есть умеете таким холодным взглядом посмотреть, вот сквозь прям смотрите, и люди начинают побаиваться и давать заднюю. Вот этот взгляд вам не раз пригодится, буквально взглядом будете рты закрывать, взглядом будете дверь открывать, взглядом будете проблемы решать. Вот так мне идет. Но тут, конечно, придется повозиться. Начнете завтра, а закончите, может быть, и через месяц. Да, что есть, то есть, да, если это система, то, конечно, тяжело придется. И даже если какие-то люди, то тоже, знаете, непросто будет. Пока своего добьетесь, пока
врага на лопатки положите, да, какое-то время может уйти. Но у вас достанет сил, достанет ресурса пройти этот путь. И знаете, этот путь, он очень благородный. Это путь воина. Вы, во-первых, самооценку очень сильно повысите. Во-вторых, вы обратите на себя внимание нужных и правильных людей. И в-третьих, мои хорошие, то, что было задумано, все получите. Даже сторицей получите. Гораздо больше получите от того, что задумали. Вот так мне идет. Ну, вы, конечно, молодец, умничка. Дальше, мои хорошие. Между вами и какой-то женщиной очень прочная связь образуется. Хоть вы, может быть, не так часто видитесь, не так часто общаетесь, но между вами образуется очень прочная связь. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпочку, то это любовная связь, любовная тоска, любовное притяжение. Если вы женщина, то это дружеская связь. Возможно, вы будете вспоминать эту женщину, она будет вспоминать вас. То, о чем вы общались, какие советы друг другу давали, какую информацию раскрывали. Ну вот мне идет, что вы все-таки либо очень сильно сдружитесь, и с таким другом точно можно идти в разведку, и в пир, и в мир, и в добрые люди. А у кого-то идет, что влюбляется, мужчина влюбляется в женщину, женщина влюбляется в мужчину. Связь, конечно, тут прям такая железобетонная будет в определенный момент. Но вы к этому идете. Даже если вы говорите, мне не нужны там друзья, да, подруги не нужны, но вам по судьбе дружить. И также мужчина скажет, ой, я не хочу никого влюбляться, ничего хорошего в этом нет, но вы с этой женщиной друг другу по судьбе, да, и вы друг друга обрели. Дальше я вижу, что к вам кто-то перестанет придираться, перестанет как рассматривать вас под микроскопом, да, в лупу рассматривать. Человек вам придирался, цеплялся, потому что этого человека против вас накрутили. Просто накрутили. Постоянно ему там в уши лили грязь по поводу вас, что вы такая, что вы ленивая, что вы там саботаж устроить можете, что вы ничего не умеете, ничего не знаете. Ну вот гадость говорили. И человек верил. Ну, может, потому что плохо вас знал. И человек начал к вам присматриваться. И человек, возможно, даже себе позволял какую-то грубость в отношении вас. Это, конечно, неправильно. Но этот человек за вами следил достаточно долго, присматривался и стал понимать, что вы замечательная, что вы очень добрый, что вы ответственный, что вы порядочный, профессиональный. А те, кто на вас эту грязь лил, вот они-то сволочи, настоящие сволочи, такие, что клейма негде ставить. И я вижу, что этот человек, ну, во-первых, помягче будет с вами общаться, однозначно помягче. И не завтра, но чуть попозже вы дойдете до такого момента, что человек перед вами извинится и так и скажет, знаешь, я, конечно, глупость совершила, либо совершил, вот поверила всяким кляузам и всяким вралям, а теперь я понимаю, что зря, да, вот я тебя обижала, либо обижал, может, это мужчина был, вот, ты уж там прости меня, пожалуйста, да, мне очень стыдно, мне очень неудобно, ну вот так пришлось. Ну, это хороший знак. Вы, конечно, уже не ждете, или вы уже, знаете, как смирились, или думаете, ну, такой начальник, например, у меня, да, либо просто какой-то человек такой грубый, грубиян, хамоватый. Вот. Но я вижу, что у вас потепление идет в отношениях, реально потепление. Еще, мои хорошие, с завтрашнего дня у кого-то начнет решаться жилищный вопрос. То ли в квартире, в доме, ну, где вы проживаете, да, что-то не в порядке, может быть, что-то нужно починить, отремонтировать, заменить, то ли вам, в принципе, да, нужно жилье. Может быть, вы там живете где-то в приимах, либо вы живете с кем-то, ну, как не сожительствуете, как правильно сказать, соседствуете, да, может быть, очень стесненно живете, может быть, ваше жилье там не подходит под зимний период, да, может быть, у вас там заканчивается срок аренды, да, ну, все разные, все люди разные, у каждого своя проблема, но если у вас есть проблема с жильем, какой бы она ни была, с завтрашнего дня она начнет решаться. Причем она начнет решаться с какого-то очень классного предложения. Вы получите предложение. Предложение может быть конкретное, да, вот там от мастера, либо предложение от собственника жилья, либо от какого-то риэлтора, да, и также может быть предложение от знакомых людей, то есть вам могут сказать, а вот ты знаешь, я проходила мимо агентства недвижимости, и там вывесили там новое предложение, и что-то вот хорошее там я увидела, вот пойди посмотри, да, либо позвони в это агентство, может быть, они тебе что-то будут предлагать. Может быть, кто-то посредничество будет предлагать, может быть, кто-то сам переехал, да,
И там еще другие есть места. Человек вам может сообщить, с вами поделиться. Может быть, там что, эти органы, забыла, как они называются. ЖЭК, да, по-моему, ЖЭК, что ЖЭК? Жилищно-коммунальный, да. Может быть, там вот мастера найдутся, да, может быть, там по квотам проходите, может, там ремонт бесплатно, либо за адекватную сумму можно будет сделать. Но вот я вижу, что начнет решаться, и это прям очень хорошо. Ждите хороших новостей, и все у вас наладится. Дальше, ну вот личная жизнь показана. Во-первых, я вижу, что с завтрашнего дня вы на себе очень много взглядов будете ловить противоположного пола. Ну, буквально, да, мужчины там сворачивают головы, женщина улыбается, если вы мужчина. Прям вызываете интерес, живой интерес, внимание привлекаете. И опять же, это очень положительно, потому что повышается самооценка, уверенность в себе растет, и настроение улучшается. Ну, конечно, если девушка мужчине улыбается, молодая красивая девушка улыбается мужчине, это очень приятно. И также приятно, когда за девушкой ухаживает галантный мужчина, делает ей комплименты, там, знаете, дверь открыл, что там сказал, как она красиво выглядит. Конечно, это все очень положительно. Но вы как будто бы расцветаете, да, либо все проснулись от спячки и теперь могут вас рассмотреть. Много-много всего хорошего будет происходить. Дальше, мои хорошие, кто мучился от какой-то болезненной любви? Болезненная любовь, любовь, которая не приносит счастья, приносит только боль и огорчение. Мужчина и женщина одинаково. Я вижу, что вы не вместе, но я вижу, что вы очень сильно страдали. Смотрите, с завтрашнего дня вы прям почувствуете, что вы думаете об этом человеке меньше, вспоминаете, что вы отвлекаетесь, переключаетесь на что-то другое, что так уже сильно не болит, не хочется каждую там минуту плакать, что уже, знаете, как отпускает. Вы с завтрашнего дня не освободитесь полностью, но вы почувствуете, что уже становится легче, что вы адаптировались в этой ситуации, что вы оказались сильнее, чем ваша боль. Вы смогли с ней справиться. Может быть, вы получали помощь психолога, может быть, вы сами над собой работали, может быть, достаточно времени прошло. Но вот вижу, что уже легче, уже не так вы реагируете на человека, не так уже предаетесь этим мыслям дурным, печальным, грустным. И даже, возможно, за целый день и не вспомните. Да? Вот прям на что-то отвлеклись, переключились и вот совершенно по-другому живете. Связь. Эта связь, она начинает как подтираться, да? Истончаться. Легче становится. Дальше, с завтрашнего дня. Кто-то с завтрашнего дня действительно начинает новую жизнь. Новая жизнь. Вот особенно те, кто делал чистки, проводил какие-то обряды, ритуалы, призванные на то, чтобы убрать негатив из жизни. С завтрашнего дня вы прям заживете новую жизнь. Да? У нас же еще и новолуние, правильно? Вы прям заживете новую жизнь. Ощущение того, что крылья растут, что от земли отрываюсь, да, что нет вот этой тяжести, гири нет на ногах, нет ничего, что спину ломит, да, вот такое состояние. Но негатив уходит, понимаете, он уходит, и ощущение свободы и полета, оно будет присутствовать. Но опять же меняется отношение мира к вам. Вы становитесь более заметным человеком. То, что раньше было от вас спрятано, недоступно, там, везение, удача, какие-то хорошие события, они начинают с вами происходить. Прям ощущение этого, как светлой полосы в жизни. Да? Темная закончилась, а светлая началась. У кого-то действительно прям с завтрашнего дня это все будет происходить. Светлая полоса в жизни. Так, и еще. Вы от чего-то откажетесь. Откажетесь, потому что вам это не надо, потому что вы резко передумаете, потому что вы что-то другое выберете. Может быть, вы сейчас стремитесь к чему-то, очень сильно хотите это получить, либо исполнить. А вот завтра проснетесь утром и скажете: ух, да не надо, и даром мне не надо, я не хочу, я хочу другого. Вот как мечту поменяете.
желания поменяете, как передумаете. И знаете, это действительно правильно, потому что то, что вы хотели раньше, оно не было вам по судьбе, его не было в вашей судьбе. И вы бы этого не получили, вы бы потратили много времени, сил, кто-то деньги бы потратил, а потом бы очень сильно разочаровались. А так вы передумали, да, и теперь действительно можете исполнить свою мечту. Теперь вот я не вижу у вас каких-то запретов, блоков, либо недоступности. Наоборот, то, что вы решите для себя, оно очень быстро исполнится, очень быстро придет в вашу жизнь. Дальше, мои хорошие, с завтрашнего дня у кого-то начнут решаться проблемы со здоровьем. Не одним днем, конечно, это все произойдет. Я так понимаю, что вы либо что-то принимать начнете, либо вы будете диеты придерживаться, либо вы, может быть, к правильному доктору пойдете. Но это первый шаг, да, вы сделаете завтра первый шаг к тому, чтобы улучшить свое здоровье, к тому, чтобы избавиться от проблем по здоровью, к тому, чтобы исцелиться, вылечиться, да, вот к этому сделайте первый шаг. Возможно, шагов будет очень много, возможно и нет, но вы их начнете делать именно с завтрашнего дня. Сама судьба вас под руку ведет, потому что судьба хочет, чтобы вы были здоровенькие, чтобы вы не болели и чтобы качество вашей жизни улучшалось. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.